артисты стараются, ну, как-то понять, кто они, из чего состоит их искусство, какой у них театр мог бы быть. И вот мне кажется, что сейчас такой очень интересный процесс происходит. Театры пытаются как бы обрести себя вот на своих родинах, да? Понять, что они такое, понять, чем им дальше заниматься, как им заниматься, да? В какую сторону идти. То ли в сторону русского театра реалистического, но ведь очень часто пьесы, которые, скажем, у нас ставятся, ну, вам они чужие. Это чужой менталитет, это чужое сознание, это чужая жизнь. И вот к вопросу о том, как вам не просто искать репертуар, искать свой путь, да, искать свой тип театра, вот как, вот в какую сторону идти. Я очень рада тому, что вы нашли свой материал, вы нашли своего классика, я его знаю. Мне кажется, такой хороший материал, он очень точно показывает, так сказать, как живет народ или как жил народ. Он очень точно показывает вот типажи. И вы пошли не по линии какого-то такого вот бытового спектакля, да, спектакля, погруженного в быт, погруженного в психологию. А у вас не случайно вот эти артисты, они канатоходцы, да, это такой уличный театр или там площадной театр, это не важно совершенно, да. То есть это театр не замкнутый вот в эту итальянскую коробку, в которую, по сути дела, все наши театры замкнуты, и очень многие пытаются освободиться от нее, пытаются выйти за ее пределы. Сейчас театр очень часто идет на улице, на площади. У нас очень много театров, когда спектакль происходит где-то среди людей вообще, никакого сценического пространства нет. И вот мне кажется, ваш спектакль хорош тем, что его можно поместить в любое пространство. Вот как он легко поместился и обжил себя вот в этой сцене, в общем, которая представляет собой традиционную сцену, да, точно так же я прекрасно представляю этот спектакль где-нибудь в каком-нибудь уличном переходе, не знаю, там, на какой-то вот площадке такой вот уличной, да, на каком-то помосте, потому что вы работаете так, что вы не закрыты никакими специальными эффектами. Вам не нужно даже никакое освещение. Вот этот спектакль может идти даже и при лунном свете, и при солнечном свете. Это означает что? Это означает, что это театр, который абсолютно доверяет актерам, который воплощает этот театр. Он абсолютно в доверии к артистам относится. И вот как артисты могут, как они работают с публикой, так они и работают. Вот в этом, собственно, ваша свобода, и в этом очень большое достоинство вашего спектакля. Вы вышли, и совершенно мгновенно вы завоевали публику. Я даже не понимаю, чем. Вот пытаюсь вспомнить начало спектакля, и не могу сказать, в какой момент я как-то обрела доверие к вам. Но это произошло буквально в какие-то первые минуты. Вот. И то, что вы легко существуете, то, что вы не играете психологию, а вы создаете вот такие легкие театральные маски. Вот кто такой скряга? Да? Вот нужны какие-то черты. Так? И вот походка, вот этот жадный взгляд, который ощупывает все вокруг, что можно взять, что можно схватить, чем можно тут поживиться. Даже когда он плов видит, он прямо, его этот плов тянет так, как будто бы он не ел его никогда в жизни. Он видит чашку, и ты понимаешь, что этот чай точно будет только им выпить, да? То есть у артиста очень точные какие-то цели, очень точные перспективы. Он очень обаятельный, очень обаятельный. И ему, собственно, удалось создать, конечно, образ такого противного скряги, жадного человека. Но именно от того, что он не искал там какие-то вот глубокие такие, что ли, психологические ходы,
мы понимаем, что это вот, ну, как такая итальянская маска, итальянской комедии дель арте, которую, собственно, во всем мире изучают, но никто не знает, как на самом деле это все было. Вот. А ведь это были артисты, которые точно понимали, что вот маска капитана – это вот маска такая, маска купца Панталоне – это маска такая-то. И несколькими чертами они характеризовали это. Вот. И у вас так получилось, что вот два, ну как бы его партнера, это такие, ну, слуги сцены, или дзанни, или цанни, как мы говорим. А вот не знаю фамилию артиста, как вы? Главный герой? Да, главный герой. Хушнуд. Хушнуд. Да. Он, конечно, здесь царь и бог. Он творит театр из всего, что попадается. Он прекрасно работает с любым предметом, он прекрасно пристраивается к любому пространству. То есть это такая легкость, такая свобода и такое точное владение материалом, что ты, собственно, начинаешь понимать, вот, что это за народ, как он жил, как он живет, как он относится вот к таким, да, как этот самый Герой, персонаж. Персонаж, да. Как ни странно, все равно с уважением. С уважением к возрасту, с уважением, не знаю, там, к какому-то, ну, положению, что ли, да. И как бы видна культура народная, вот, видна, ну, в общем, что-то ты начинаешь про этот народ понимать, хотя никогда в жизни, ну, может быть, ты с этим и не сталкивался, да. И этот спектакль очень важен именно вот этим вот очень добрым, очень гуманистическим посылом. То есть он о том, что, собственно говоря, ну да, он, конечно, жадина, искряга и мелкий мошенник. Прекрасно показаны все его манипуляции с деньгами, прекрасно показаны, как он ловко выворачивается, чтобы только не заплатить. Но это вызывает не гнев, а смех. А вот когда он сталкивается с банкиром, который его обманывает так, как он никогда бы не смог обмануть никого, потому что, ну, у него ума бы наглости не хватило бы. Так, схватить лишнюю чашку чая, выпить и ухватить какой-нибудь там маленький кусок денежный, это его. Но вот так ограбить он, наверное, бы и не смог. И у нас гнев против этого человека, а не против этого несчастного, толстого, смешного, жадину. Вот. И в этом есть какая-то очень добрая, очень, ну, человеческая, очень гуманная улыбка. Не гнев, не сарказм, не сатира на этого человека, а такая вот улыбка, потому что ты начинаешь понимать, ну вот и такие люди есть на этой земле. И, в общем, не так уж, чтобы все уж очень плохо к нему относились. Вот. И ощущение какой-то души народа возникает. Ну, в общем, какой-то очень теплый спектакль и очень добрый спектакль. Вот. Я понимаю, что, наверное, повесть сатирическая, скорее всего. Не знаю, я не читала ее, но... Есть такой уклон, да. Да, вот все-таки, наверное, там есть это. А у вас он получился не сатирический спектакль, а именно такая вот народная комедия, в самом хорошем смысле этого слова. И на первый взгляд кажется, что это очень наивный театр, а когда присматриваешься, то ты понимаешь, что прекрасно обученные артисты, очень хорошо владеющие профессией, очень хорошо партнерствующие друг с другом. Ну, собственно, вот это вот все нас и подкупило. Поэтому у нас даже не было сомнений, какой диплом вам выдать.